Я продолжаю писать карту дня на 23 октября на понедельник. Смотрю следующие 6 знаков зодиака. Это у меня будут весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбки. Если вам нужны первые 6 знаков, это у меня овны, тельцы, блинцы, рак, лев, дева, тогда вам нужна первая часть. Найти ее очень легко. Внизу под этим видео, если вы вниз прокрутите, я оставила для вас ссылочку. Так что нажимайте, переходите, там будут ваши первые 6 знаков. А мы смотрим дальше. Весы. 23 октября. События дня. Тайное свидание, весы, выпадает вам. Какая-то тайная встреча в этот день может быть. Обман. Ну, тут видите, либо вы будете в тайне встречаться, будете обманывать кого-то, да, то есть не скажете, что куда-то пошли, либо наоборот, в тайне встретятся от вас, ну, как бы таким образом вас обманут. И так может проигрываться. Нерешенный вопрос также может быть. Якорь. Якорь — это у нас всегда остановка где-то надолго, да, то есть где-то вы бросаете якорь. Ну, может быть, на свидание. Видите, свидание выпадает рядом. То есть несколько часов проведете на какой-то приятной встрече. Кораблик. Долгое ожидание. Похоже, смотрите, на какую-то встречу, свидание, да, вы договорились, пришли, долго ждете, да, то есть обман, допустим, там девушка или парень не пришли, да, то есть, ну, это если какое-то там первое, второе свидание, может быть так. Успех. Корона. Общение с каким-то влиятельным человеком. Возможно, вот общение с этим человеком приведет к успеху, да, к хорошему результату. Да, вот есть встреча. У вас будет встреча и какая-то приятная, близкая, и будет встреча рабочая. Рабочая, деловая. Так, значит, смотрите, что получается. В этот день выпадает тайное свидание, тайная встреча, обман, приятная встреча, на которой вы проведете много времени. Возможно, будет ожидание в этот день. Будет деловая встреча, пройдет успешно, да, то есть с каким-то влиятельным человеком. И также еще один какой-то вопрос у вас может не решиться, потому что выпало нерешенное дело. То есть один вопрос решится успешно, а другой не решится. Сейчас я посмотрю, где ножницы. Одну половинку нашла, вторую... А, вот она была здесь. Ну, опять же, да, то есть по периметру выпали, поэтому я думаю, что и второй вопрос тоже скоро решится, но не в понедельник. Поэтому вот такой насыщенный событиями день будет у вас. Благодарю за внимание. И перехожу я дальше к скорпионам. Смотрим, скорпионы. 23 октября. Скорпиончики. Первое событие — якорь. Якорь показывает, что где-то заякоритесь на несколько часов в этот день. Финансовые поступления могут быть, прибыль.
Новости. Извиняюсь. Мало событий. Свидание нельзя. Дерево можно. Приглашение. Здесь нет. Получается, я нашла 4 события для вас. Первое событие — это якорь. Ну, в принципе, якорь ведь и показывает, что какая-то часть дня будет, скорее всего, ну, никакой активности не будет и событий не будет, как будто вы где-то заякоритесь. Но из плюсов в этот день будут финансовые поступления, будет приглашение куда-то и получение новостей. Так что, видите, в принципе, все события выпали хорошие. Благодарю за внимание. Перехожу к стрельцам. Смотрим, стрельцы. 23 октября. Первое событие — цветочек, исполнение желания. Разлука, чемодан. Временная с кем-то может быть. Обман. Маска. Здесь нет. Получается, сколько? 3 события только. У вас много карт, выпали события, да, то есть по диагонали. Получается, у вас в этот день исполнение желания будет, временная разлука с кем-то или, наоборот, встреча после разлуки. И может быть обман. Поэтому вот смотрите, будьте внимательны. Да, кто-то может надевать маски в этот день. Благодарю за внимание. Перехожу к козерогам. Так, козероги. (23 октября). События дня козерожки. Сразу же надежда выпадает. Первое событие — подсвечник. Луна. Событие, которое постоянно повторяется с вами. Да, то есть имеет какой-то цикл, цикличность. Ну, видите, оно может быть связано с деньгами. То есть, может быть, это финансовые поступления, зарплата, пенсия. Или, может быть, наоборот, расходы. По мешочку расходы тоже могут быть. Может быть, допустим, 23-го вы что-то оплачиваете каждый месяц. Нерешенный вопрос также выпадает.
неприятность, расческа, пустые разговоры, болтовня. Тут, смотрите, тут можно было два варианта сделать, да, то есть либо цветочек, исполнения желания, либо колокольчик. Ну, мне колокольчик первый бросился в глаза, я оставляю его. Ну, важно, что заметили вы первым, да, когда я только вот перевернула карту, и то совпадение, которое увидели, то и проиграется. Еще вот есть свиток. Встреча рабочая, деловая, тут больше встреча, не личная. Ну, или вернее, не романтичная. Значит так, смотрите, в этот день, у вас на этот день вы возлагаете какие-то надежды. У вас будут события, связанные с финансами. События, которые повторяются постоянно. Пустые разговоры, нерешенный вопрос. Да, то есть вот, видите, все закончится просто разговорами. Не получится ничего сделать. Действия не будет. Неприятность и деловая встреча. Вот такие события. Так, а сейчас посмотрим, где ножницы, когда получится одна половинка, и не вижу вторую. Вот она, вторая, она была здесь. По периметру выпали. Ну, в принципе, скоро уже получится этот вопрос решить, но в понедельник не получится. Я думаю так. Так что вот, козерожки, вам надо быть готовыми к этому моменту. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к водолеям. (23 октября). События дня для водолеев. Солнышко, радость, хорошее настроение. Будильник, какая-то проблема со временем. Ключ, открытые двери, отсутствие преград. Колебания, сложный выбор. Ножницы, решение вопроса. Ну, ключик есть, да, поэтому понятно, вопросы решаются. Подарочек какой-то получите или подарите. Рядом с решением вопроса выпадает подарок. Новость нельзя. И еще есть сундук прибыль, финансовые поступления. Смотрите, значит, что у вас выпало. Хорошее настроение, может быть, в понедельник. Ключ, да, то есть все в ваших руках, все будет зависеть от вас. Вот как захотите, так и будет. Может решиться вопрос, могут быть подарки, вы будете стоять перед выбором, будут финансовые поступления. И вот единственный минус, такое предупреждение, это правильно распределять время в этот день. Да, потому что по будильнику мы или опаздываем, или наоборот долго ждем. Так что вот правильно распределите, и все будет хорошо. Ну, в принципе, имея ключик, да, то есть все равно здесь вы будете выкручиваться, да, из этих ситуаций, даже если будет что-то происходить. Вот такая информация для вас на понедельник. Благодарю за внимание и перехожу к рыбкам. Смотрим.
Смотрим, рыбки остались 23 октября. Рыбки, 23 октября, события дня. Первое, что я увидела, это цепочка, нерешенный вопрос. Шарики, хорошие новости. Пустые разговоры, колокольчик. Подарочек. Еще есть ключик. Все в ваших руках. Золотой ключик у вас будет. Якорь. Тоже вижу еще якорь. Якорь — это обычно где-то мы надолго останавливаемся. Да, вот, возможно, вечером где-то проведете несколько часов. Еще якорь иногда показывает точку в каком-то вопросе. Тоже может быть. Так, значит, смотрим, что получается. В этот день, может быть, один вопрос у вас не решится какой-то. И видите, ножницы далеко друг от друга. Да, то есть показывает, что, ну, как бы еще не скоро он решится, этот вопрос. Дальше, может быть, все закончится пустыми разговорами. Пустые разговоры, болтовня, хорошие новости, подарки, ключ, возможности, открытые двери и якорь. То есть где-то проводите много времени. Ну, может быть, там, где, да, вот будут разговоры, где будут подарки. Может быть, это какой-то праздник в этот день. Ну, имея, конечно, ключик, да, то есть ключик — это всегда такой намек, подсказка, что эту цепочку ее можно как бы разорвать, да, то есть и решить вопрос. Но опять же, видите, ключ говорит, что все будет зависеть от вас. Если выпадают ножницы, да, то здесь, в принципе, ну, и какая-то другая сторона или какое-то событие может повлиять на решение вопроса. А в понедельник именно все будет зависеть от вас. То есть, если вы приложите какие-то усилия, возможно, этот вопрос и решится. Но только вот от вас будет зависеть. Не приложите — не получите. Поэтому как-то вот так, рыбки. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.